в эфире, в студии Нариман Арсинова. Добрый вечер. Прямо сейчас о последних событиях. 40 миллионов компенсаций, 27 снесенных строений. В Крыму продолжается подготовка к строительству крупнейшего микрорайона. След Великой Отечественной войны. Еще 160 останков воинов Красной армии захоронили в Севастополе. Разметка в столице – странный предмет. Она вроде есть, но ее как бы нет. Почему дорожные службы не следят за качеством разметки в Симферополе и когда дороги столицы будут соответствовать всем требованиям ГИБДД? Алые паруса у побережья Ялты. В Артеке стартовал 26-й международный фестиваль киноиндустрии. Теплый Крым. В Евпатории открылась выставка выдающегося крымско-татарского художника Ленура Велиляева. Об этих и других новостях в течение 20 минут. В ДТП со скорой погибла медсестра. Авария произошла в селе Щелкино накануне вечером. По предварительным данным, участники движения не пропустили автомобиль скорой помощи. Медперсонал направлялся в больницу с пациентом в коме. Карета скорой помощи ехала с проблесковыми маячками и сигналом. В результате ДТП медсестра скорой погибла на месте. Водитель получил резаную рану плеча. У фельдшера диагностирована черепно-мозговая травма. Пациент, которого везла скорая, травмы не получил. Его доставили в Центральную районную больницу в отделение интенсивной терапии. 40 миллионов рублей уже компенсировали владельцам самостроев на Стрелковой. Там продолжается подготовка к строительству крупнейшего микрорайона в столице. Уже демонтировали 27 строений, но это еще не все. Султания Ситакаева с подробностями. Грохот, кирпичи и пыль столбом. Тяжелая техника разрушает незаконное строение. Фундамент и стены – все, что успели возвести хозяева дома за 13 лет. Эта история началась еще в 2005 году. Семья Аметовых стала возводить дом без документов на землю. Оформить участок за все эти годы так и не удалось. А жить без света, газа и воды семья не готова. Сейчас Ленура Аметова подписала договор с застройщиком, получила материальную помощь. Средства дали за стройматериал, 800 тысяч дали. За это спасибо, как говорится. Сказали, что помогут найти документы, которые я подавала на получение участка. На данный момент на условия застройщика согласились уже 27 семей. Инвестор выплатил 43 миллиона рублей. Готовят к демонтажу еще 17 незаконных строений. Мы оценили будущие затраты, то есть выполнили оценку практически всех оставшихся строений и понимаем, что еще нужно порядка 30 миллионов будет сюда вложить. Город меняется на глазах. Теперь на месте пустыря появится целый район, которым сможет гордиться вся республика. Сейчас застройщик уже приступил к грандиозному строительству. Вскоре здесь появится новый жилой комплекс «Лаванда», а за 11 лет возведут крупный микрорайон с готовой инфраструктурой. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Крымский вопрос уходит из политической повестки в Европе. 4 года санкционной борьбы против России и Крыма наносит европейским странам только ущерб. Служит элементом раскола в Евросоюзе. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов. В Евросоюзе уже не наблюдается такого единства, которое было высказано в первый год и второй год после событий в Крыму и его воссоединения с Россией. Сейчас уже многие страны, это не одна Италия после выборов, многие страны заявляют о том, что эту тему нужно выводить из политической повестки, чтобы она не осложняла конструктивные отношения с Россией, потому что Евросоюз в этих отношениях на самом деле серьезно заинтересован. Также Георгий Мурадов отметил, что во время саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет 16 июля в Финляндии, крымский вопрос не будет обсуждаться. Статус полуострова не изменен. По мнению вице-премьера, у Трампа нет негативного отношения к жителям полуострова, и он демонстрирует последовательность своей позиции по Крыму.
Жители Симферополя и в особенности водители жалуются на отсутствие разметки на дорогах. На многих улицах столицы она либо требует обновления, либо отсутствует вовсе. Это влияет не только на движение, но, как выяснилось, даже на обучение в автошколах. Ведь теорию объяснять можно, а вот практика требует все условия. Энвер Аблязис узнавал, когда дороги столицы будут соответствовать требованиям ГИБДД. Одна из самых центральных улиц Симферополя и, конечно, без дорожной разметки. Кому, куда тут поворачивать, просто непонятно. Водители из-за отсутствия разметки попадают в дорожно-транспортные происшествия. Сотни опасных ситуаций возникают ежедневно на симферопольских дорогах, многие из которых связаны именно с отсутствием дорожной разметки. Даже водители с большим стажем не всегда готовы быстро принять решение и создают аварийные ситуации. Катастрофически не хватает линии разметки, потому что когда выезжаешь с учеником, он действительно теряется, волнуется, переживает. Даже опытному водителю тяжело определиться. Для учеников автошколы езда по столичным дорогам вдвойне сложнее. Мало того, что она отличается от теоретической, так еще и крайне тяжело ориентироваться без линий. Ученики рассказывают, в школе обучают не только стандартному вождению, но и интуитивному. То, что разметки нет, это большое неудобство. Особенно для ученика, когда ты полностью теряешься на дороге и еще лишаешься одного ориентира, это, конечно, сложно. Инструктор помогает, развивать интуицию во мне, особенно когда в центре города едешь. Держать нужно полосу же движения, свое направление. Даже на главных улицах города найти разметку невозможно. На центральной улице Пушкина понять, как и на чем на ней передвигаться, не так-то и просто. Возможно, на этой улице 2 полосы для движения, возможно, целых 3, а может, это и вовсе пешеходная зона. Как вести себя на этой дороге, водителям остается лишь догадываться. На отсутствие белых полос на асфальте обращают внимание все водители, и отзывы точно не самые приятные. Говорят, ездить стало неудобно и сложно. Очень плохо, мешает, невозможно понять, куда нужно ехать, и машины едут, выезжают на встречную полосу, и иногда, в общем, получаются довольно-таки неприятные ситуации. Отвратительно. К отсутствию отметки отношусь отвратительно, очень. Очень тяжело ездить. Тяжело ездить. Люди не держат полосу, перестраиваются где хотят. Жалуются и туристы. У них, в отличие от местных граждан, на интуицию полагаться не получается. Гости из Германии говорят, что за границей такого просто не увидеть. С дорогами местами, конечно, есть намного большое улучшение, но, конечно, далеко еще до немецких дорог. И с разметкой, конечно, тоже большие проблемы здесь. За этими проблемами следит и руководство города. До 1 сентября запланировано нанесение разметки на 37 улицах Симферополя, а на работы и краску выделено почти 8 миллионов рублей. К сожалению, гарантийное время дорожной разметки всего несколько месяцев, и наносить ее нужно хотя бы 2 раза в год. Будут в первую очередь краситься до 1 сентября основные улицы с интенсивным движением общественного транспорта, все подъездные улицы, прилегающие к общеобразовательным дошкольным учебным заведениям. Все кольца будут также выкрашены, они входят в улично-дорожную сеть, и те улицы, которые я вам назвал, они все имеют кольца. Площадь Ахмед-хан Султана, это Киевская, площадь Московская. Помимо краски существует и разметка пластиком. Она, конечно, служит дольше, около года, но для ее применения дорожное покрытие должно быть идеальным, а с этим у нас пока точно не гладко. Энвер Аблязис, Магомед Нестуров, Асан Зевадинов, телеканал Миллет. Автоподходы к Крымскому мосту со стороны полуострова частично открыли для грузовиков. Об этом сообщили в службе автомобильных дорог Крыма. Движение пока открыто для грузовых автомобилей, которые занимаются строительством Тавриды и Крымского моста. В службе автодорог Крыма уточнили, что движение такого грузового транспорта должно осуществляться в колоннах составом не менее 5 автомобилей. При этом колонны должны сопровождаться группами быстрого реагирования Минтранса России. Приказ был подписан 29 июня. 160 воинов захоронили в Севастополе. На территории мемориала 35-я береговая батарея найдены останки. Были во время вахт памяти поисковыми отрядами. Почти все бойцы погибли в начале лета 1942-го. Это были последние дни обороны города, которая продолжалась почти 9 месяцев. Останки бойцов Красной Армии доставили к некрополю музейного комплекса 35-й батареи на автомобилях времен Великой Отечественной в сопровождении эскорта
морских пехотинцев. Прах погибших перезахоронили со всеми воинскими почестями. Опознать удалось лишь 3 воина. Чувство гордости, радости, не знаю, благодарности боевикам, безмерная благодарность. Мы до сегодняшнего дня не знали, где он, что с ним, даже маться не очень. Теперь мы очень горды этим, что он будет покоиться с миром на земле, которую защищал. Все было сгоревшее, то есть или немцы засыпали какими-то зажигательными боеприпасами, бомбами, или использовали огнеметы. То есть все горело, останки были сильно обгоревшие у всех. Что читались, то есть люди лежали с оружием, с боеприпасами, с гранатами, то есть они сдаваться не собирались, дрались до последнего. Останки воинов находились на территории Севастополя, соседней Балаклавы, в окрестностях города и в районе Мекензиевых гор. В некрополе 35-й береговой батареи теперь покоится более 7 сотен защитников Севастополя. Поисковые отряды продолжают работу на территории города. По подсчетам историков, в городе и его окрестностях находятся останки нескольких десятков тысяч солдат и офицеров Красной армии. Крымский инженерно-педагогический университет и МГТУ имени Баумана подписали договор о сотрудничестве. Документ предполагает обмен студентами, причем 22 учащихся Бауманки пройдут практику в КИПУ уже этим летом. Такая договоренность особенно важна для Крыма, ведь ранее здесь отмечалась острая нехватка инженерных кадров. Производственная практика продлится месяц. Будущие инженеры ознакомятся со спецификой работы крымских машин и судостроительных заводов. После этого в Москву отправятся наши студенты. Первая часть практики спланирована в городе Симферополь, столице Республики Крым. И вторая часть практики в городе федерального подчинения Севастополь. Наши студенты, благодаря помощи, оказанной руководством Крымского инженерно-педагогического университета, пройдут практику и познакомятся с особенностями производственного процесса, с особенностями охраны труда на ведущих предприятиях Республики Крым. Это завод «Фиолент», завод «Камацу», пневматика. А также часть нашей практики будет организована на базе Главного управления МЧС по Республике Крым. Понимая эту специфику, они увидели живыми глазами. Возможно, это будет включено в какие-то дипломные проекты. Они смогут уже приезжать сюда и внедрять это совместно с нашими студентами, возможно, какие-то проекты, внедрять это уже, ориентировать все эти сегодня высокие технологии, современные достижения науки на предприятиях Крыма. Вместе с тем, наши студенты, инженера должны видеть, какие сегодня есть университеты. Камера, мотор, начали. В Артеке стартовал 26-й международный фестиваль киноиндустрии «Алые паруса». За 2 по-настоящему киношные недели артековцы вместе с мэтрами отечественного кино снимут собственное. Смогут пообщаться с известными актерами, получить бесценные советы. В мир кинематографа окунулась и Арзы Хасянова. Один за одним подъезжают звездные автобусы. Отряд любимых актеров открывает киношную смену. На 2 недели Артек превратился в съемочный городок, где до кумиров можно достать рукой. Международный фестиваль «Алые паруса» уже давно стал многосерийным, а культовая картина – эпиграфом возрождения детского кино в России. 100 лет назад, глядя на бескрайнее Черное море, Александр Грин написал одно из самых известных произведений «Алые паруса». Вот уже 60 лет исполняется одноименному фильму. И вот вновь корабль под алыми парусами, символ детской надежды и веры в чудеса, пристал к берегам Артека. А на берегу тысячи зрителей, они же режиссеры, критики, судьи и актеры. На этом фестивале дети в главных ролях. Не только увидеть или сфотографироваться, здесь можно попасть на звездный мастер-класс любимого актера, научиться азам киноиндустрии, примерить на себя кинороль или сесть в режиссерское кресло. Мир кино в Артеке в буквальном смысле под каждой пальмой. Вот Евгения Борделовская спасает маленьких актеров от невидимого чудовища. Евелина Блёданц учит кошачьей пластике, а на самом деле помогает детям раскрыться перед камерой. И совсем скромно Юрий Чернов, легенда советского кино, увлекает артековцев шлягерами легендарных картин. Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. За 2 киношные недели на суд юного зрителя с большого экрана покажут десятки картин известных режиссеров. Незамыленным взглядом дети выберут лучшую, а вместе с артистами снимут собственные короткометражные фильмы. Киношная смена собрала больше 3000 артековцев. Фестиваль давно стал международным. Чем международнее, тем лучше, шире, глубже. Все нормально. Он обретает
такую уже всемирную известность от фестиваля. Кто хочет в артисты, пусть вспомнит пароль. Артист – это самая трудная роль. Гласят строки легендарной песни. Но нет ничего невозможного, если за дело берутся дети. Арзы Хасьянова, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». Чистота города зависит от каждого из нас. В Симферополе продолжают бороться со стихийными свалками и невывезенным со дворов мусором. Эта проблема в столице одна из основных, поэтому по поручению градоначальника Игоря Лукашова сейчас проводятся мероприятия по ликвидации свалок. Одной из составляющих в решении проблемы является наличие договоров на вывоз мусора у населения. Документ теперь можно заключить на дому, заниматься этим компания будет «Экоград». Руководитель предприятия уже сообщила, с июля заключить договор на вывоз мусора можно ежедневно, как в рабочие дни, так и в выходные. С июля месяца МУП «Экоград» занимается заключением договоров на постоянной основе 7 дней в неделю. То есть с понедельника по пятницу абоненты могут заключить договора как в офисе МУП «Экоград» с 8 до 18, в пятницу до 17:00. В субботу и воскресенье эта услуга предоставляется непосредственно на улицах города, непосредственно на дому. То есть юридическим лицам мы выдаем уведомления, а жителям частного сектора непосредственно дома для удобства мы заключаем договора. Теплый Крым. В Евпатории открылась выставка выдающегося крымско-татарского художника Ленора Велиляева. Десятки посетителей выставочного зала увидели сразу более 40 уникальных работ. С творчеством молодого художника познакомилась и наш корреспондент София Шукурова. Выставка «Теплый Крым» собрала туристов из разных уголков России. 9-летняя Александра – гостья из Челябинска. Рассказывает, Евпаторию знает с самого рождения. Этот город для нее стал родным. На картинах Ленора Велиляева она узнает любимые места. Картины на этой выставке очень теплые. Мне особенно понравилась картина «Кизлевские ворота в старый город». Я там была очень много раз, потому что я уже давно езжу в Крым. Эта картина прямо у меня в сердце застынет, наверное, на всю жизнь. Это уже третья выставка в Евпатории художника-пейзажиста Ленора Велиляева. Все его картины отображают крымскую тематику. Свой стиль он определяет как экспрессионизм. За 15 лет творческого пути Ленор написал много картин. Они распространились по всему миру. Путешествуя где-то в разных средиземноморских странах, в разных европейских странах, каждый раз в эти моменты у меня возникает чувство гордости того, что у меня есть возможность жить в Крыму, то, что я из Крыма. На выставке представлены работы Ленора за последние несколько лет. За несколько дней до выставки художник написал еще 3 картины. Они еще пахнут краской и передают тепло крымских пейзажей. Лето я особенно люблю, потому что обилие красок, тепло, комфортно. Можно ездить, быть на улице, писать с натуры, не прятаться в мастерской от ветров и от холодов. Теплый Крым собрал десятки любителей прекрасного. Посетители любовались красотой родного края, окунулись в атмосферу старинных улочек и обсуждали мастерство художника. Человек сочно, ярко передал не только архитектуру, Света выразил свой характер. Он передал и задумчивость города, и передал таинственность города. И это всегда радует. Это стоит в наших глазах, потому что практически мы уже это много раз видели, этот вид. Но вот этот взгляд Ленора просто необычный. Мы можем невольно сравнить картины с какими-то великими мариинистами, например, Айвазовский, Куинджи. В настоящее время художник работает еще над серией картин. В скором времени жители и гости полуострова смогут их увидеть. Ну а до 29 июля в Евпатории всех желающих ждет действующая выставка «Теплый Крым». София Шукурова, Эрвин Амиралиев, телеканал «Миллет». Лавандовое поле в центре Симферополя. Мастера граффити расписали подземный переход. Увидеть творчество художников можно на площади Куйбышева. Расписать переход мастеров пригласили специально. Когда человек смотрит и видит это, он подпитывается, и ему становится приятнее, грубо говоря. То есть, если баннера у нас есть, баннера наше зрение уже не воспринимает, они приелись, а это, жизнь. По задумке авторов проекта, на одной из стен в самом переходе будет изображено поле лаванды с очертаниями города за ним. Кроме того, цветы лаванды украсят стены на спуске в пешеходный переход.
Я как бы не местный, но в принципе я за такие рисунки. Я думаю, они, конечно, преображают город. Лично в моем родном городе у нас это процветает, и даже огромное количество домов полностью фасады разрисованы. Поэтому, наверное, это правильно. Ну, это преображение, связанное с тем, что это антивандальное. Как бы, чтобы не писали, чтобы им было стыдно красоту вот эту испортить. Слушайте, очень приятно. Мне нравится, что город облагораживает. И ребята, наверное, своими трудами, да? Простые такие вещи, но очень приятно, что кто-то этим занимается. Что ребята молоденькие, наши вообще молодцы. Надо продолжать этот опыт красиво, радостно, очень хорошо. Правильно. Даже ходить. Да, приятно улыбаться и все. Очень хорошо. Так держать. Такими были события среды. Увидимся уже завтра в привычное время 13:30. Оставайтесь с нами.